Этнограф, художник, писатель, неплохо разбиравшийся и в истории, но главное, проводивший захватническую политику Российской империи, Яков Петрович Гавердовский в своем труде «Обозрение Киргиз-Кайсакской степи» 1803-1804 годов досконально изучил казаков. Теперь посмотрите, каким выводом он пришел. Первое. Слово «монгол» — это выдумка, фейк. Изначально слово было «мунгл». Второе. Его значение по-казахски «мунгле», то есть «угрюмый». Третье. Их первоначальная родина — священный Алатау. Четвертое. В целом всю казахскую землю он называет Могульской Ордой. Пятое. Казаки — это и есть те самые могулы. Киргизская степь в глубокой древности относилась к стране, называемой Куттук-Шамах. Неизвестно, кто жил на этой земле до Туркхана, которого некоторые просвещенные татары называли сыном и преемником Абулджа-хана. По их мнению, турк был сильным правителем и со своим племенем распространил власть на всю южную часть Киргизской степи. Его считают основателем турского, или, как теперь говорят, турецкого народа. Главное кочевье турка зимой располагалось у озера Джизахкуль или Изахколь, недалеко от Самарканда, а летом возле Туркестана. Некоторые считают, что именно турк построил город Туркестан. Но многие татарские историки с этим не согласны. Они утверждают, что кочевая жизнь тогдашних народов лишала их и знаний, и возможности возводить постоянные города. Место, где сейчас находится Туркестан, было лишь главным ханским кочевьем. Само название Туркестан, что по-русски значит «стан турка» или «место пребывания турка», ясно указывает на это. По ташкентским и самаркандским рукописям известно, что Ташкент, Туркестан, Атрар и другие небольшие города в этих местах были построены IV персидским государем Шамшидом, пришедшим сюда. Афет, которого некоторые татарские писатели, пытаясь связать с истоками турского народа, называют Абулджа-ханом, по их мнению, также жил в Киргизской степи, у гор Киртау, ныне Каратау, и Артау, ныне Алатау или Актау. Но нужно отметить, турк не был сыном Афета и не был внуком Ноя. Он был всего лишь небольшим вождем кочевого рода, который благодаря хорошему управлению и храбрости стал уважаемым у многих племен. Ведь если сопоставить события, происходившие в Ордах от времени турка до времени Огуса, то ясно, что турк мог жить не позже, чем за 1500 лет до Рождества Христова. И именно там, где ныне стоит небольшой город Туркестан, по-прежнему собираются зимние киргизские кочевья. От себя поясним. Когда в старых источниках встречается выражение «киргизская степь» или «киргиз-кайсаки», речь идет не о нынешних кыргызах, а именно казаках. Российские чиновники, военные этнографы XVIII-XIX веков почти всегда употребляли это название специально, чтобы отличать казаков от казаков, служилых людей империи. Настоящих кыргызов для ясности они тогда называли каракиргизами или дикокаменными киргизами или бурутами. Поэтому все упоминания киргизской степи в подобных трудах относятся именно к казакам. Продолжаем. Время, усилившее тюркское поколение, слило в его состав многие особые племена, жившие по просторным степям. А обыкновение делить наследие между первенствующими, или, правильнее сказать, законными детьми. Между кочевыми азиатскими народами в древности существовало правило, которое и поныне сохранилось в некоторых обществах, рассеянных в Маньчжурии, Тибете и частично у киргизцев. Суть его в том, что дети, происходившие от первой старшей жены, имели полное право на имущество отца. Напротив, рожденные от других, то есть от рабынь или наложниц, которых могло быть сколько угодно, не имели никакой доли в наследстве, кроме небольшого участка скота. Более того, сами они считались принадлежащими к разделу между детьми первой жены. Такой обычай раздробил тюркское поколение или народ на множество частей, находившихся под управлением отдельных родоначальников или ханов. Впрочем, во всех делах, касавшихся целого народа, они оставались привязаны к старшему туркову колену, как к центру отеческой власти. Это колено долгое время называлось ханским, и все дети, руководившие им, носили титул хана. Уважение к ним было столь велико, что при прекращении ханской фамилии в других тюркских родах старейшины всегда посылали послов просить себе правителя из потомков этого рода. Кочевье их постоянно находилось около реки Сыр.
Позже, по словам татар, правитель быстро умножавшегося ханского рода Аланджа-хан был вынужден разделить верховную власть между двумя своими сыновьями – Могулом и татаром. Из них первый остался жить на западе, а второй ушел к востоку. Такое разделение дало повод к междоусобным несогласиям, и вместе с тем орды стали принимать названия по именам своих новых основателей. Каждая партия, отделившаяся от прежней орды, чтобы не смешаться с другими, называлась по имени своего вождя или по первоначальному имени, прибавляя к этому название той орды, от которой отошла, или той, частью которой когда-то была. Собственное же имя турк сохранилось лишь как память, как знак их древнего происхождения. Могулы, которых многие называют монголами, а по древнему произношению – мунглы. На древнем тюркском языке «мунгл» значит «мунглы» – угрюмый. Возможно, это имя было дано по характерному свойству их основателей или же самого народа, чья жизнь в пустынях и уединении наложила особый отпечаток на нрав и дух. Их главное кочевье вначале находилось в нынешней Киргизской степи, у гор Улутау, Кичиктау и Каратау, а также по реке Сыр. Прочие части степи занимали другие рода, но их имена дошли до нас малоизвестными. Уже во времена Александрова, еще до завоеваний Огус-хана Могольского, можно с некоторой ясностью заключить следующее. По северным пределам степи кочевали народы, называемые улаки или уланы. Позднее на западе их знали под именем аланов. По реке Уралу обитали истыки, и киргизы этим именем и до ныне называют жителей Уральских гор – башкирцев. По окрестностям реки Иртыша жили кавары, потомки Кавар-хана, сына Мугулова, и авары, или, как еще называют, аувасы, потомки Аувас-хана. От них, по преданию, произошли маджары. Имя каваров весьма близко к названию казаров, так же, как аувары – каварам. Эти имена упоминаются у западных писателей. Они относили их к особым народам, которые в первые столетия по Рождестве Христовом обитали у рек Урала, Волги и Дона. Посему, можно смело сказать, киргизская степь в отдаленные времена была подлинным убежищем Могульской орды. Как мы видим, еще в XIX веке для российских историков не было сомнений. Чингис-хан происходил из народа казаков. Они прекрасно понимали, что в прошлом казаки составляли основу тех самых татар и могулов. Лишь позже, уже в XX веке, в Советском Союзе по приказу Сталина началось искусственное приписывание его к халха, бурятам и калмыкам, объединенным теперь под новым для них названием «монголы». Мы ясно видим, это была не наука, а банальная политика тюркофобии. История не лжет, лгут те, кто ее переписывает.